Ребят, я возле костра тут сидел, просто о своем что-то думал. И беззвучно сейчас прилетела птица, не то сова, не знаю, то без звука, без шума вообще. А вон она. Вон она, ребята. Видели? Ты смотри, какой красавец. От меня, если внимательно посмотреть, так метров 25, наверное, 30. Что за птица? В комментариях напишите, пожалуйста. Сова или что тут? О! Все. Ты смотри как. Шатает головой так. Ну, это сова, наверное, походу. Сейчас Айда возьмет и улетишь с ней. А, не боится, оказывается, она. И я когда зимой тоже приезжаю, вот на Буране, я звук его я слышу, он, наверное, круглый год тут, походу. Сова. Ну, красиво. Красивая. Красивая сова. О, как глазище какие. Фу, блядь, муравей залез на руку. Эй! Ты смотри, как разглядывает все. Мышей, наверное, разглядывает. Это хорошо возле избушки. Пускай мышей ловит. Пугать не буду. Трогать ничего не буду. Пускай здесь охрана избушки у меня. Охранник. Вот так вот. О. Вообще прилетела над головой. Так. Не вижу. А вон он. Ну и глазище у него. Ты смотри, не боится. Прицелился на собаку. Не боится. Нифига. Это уйди. Я снимаю наших пернатых. Ладно, пугать не буду. Все, зайдем обратно в избушку. Пускай. Ну, вот такое кострище у меня. Такое кострище. И пускай горит так. Пускай горит. Медведей пугает. От дыма, может, куда-то уйдут эти зверюги. В кучу в этом году что-то сюда собрались. Куда не пойдешь, везде медведи, блин. И вот такой дым сделал. Печку затопил, сейчас уже становится скоро темно и безоблачно сегодня. Может, чуть-чуть заморозки будут. Завтра также сходим на глухарей. Завтра также будем искать глухарей. Уже пойдем на другое место. А как получится, посмотрим, какой день будет. А я уже сейчас зайду уже в избушку и разденусь. Больше делать ничего не буду. Вот смотрите, дрова заготовил. Вот. Свежие дрова. Как бы я свалил одно дерево и дровишки вот заготовил немножко. Ну, может, за ужином я еще расскажу, что и как. Если буду дальше болтать, а может и сразу спать завалюсь и буду отдыхать. Просто я немножко подустал тоже сегодня. В таких местах бродили.
бездорожье там, блин. Ладно, я в избушку. Там, наверное, надеюсь, сова еще не улетела. Ну, здесь она. Вон. Наблюдает. Не такая большая, но пускай сидит. Ребят, сегодня 12 число. Мы снова выходим на охоту. Айда у меня рядом. Все утро смотрит строго на юг. Я не знаю, что там она слышит. Но мы сегодня собрались и сходим на север. А в южную сторону мы пойдем завтра. Сегодня также сходим, и будет у нас охота на глухаря. Основное направление глухарь будет. Также по сосновому лесу, по сосняку. Сосняк, там елки тоже. И поглядим, какая охота будет. Что-то есть там или нету. После вчерашнего как-то спалось не так хорошо. После вчерашнего испуга. Как-то все еще думаю, размышляю вчерашний день. Как подумаешь, сразу, блин, мурашки по коже. Натурально мурашки вот бегают. Туда-сюда. Но ничего. Надо этот страх перебороть и дальше охотиться. Блин, казалось, что у него там добыча. Из-за этого и нападает. Так-то уже сколько лет. Уже здесь мы охотимся. Ну и весной я, когда возле речки там маленькие следы были, а в тайге там тоже ходил на прогулку. И на этом, как сказать, сейчас скажу же, на мху я видел большие следы. Вот вчерашняя лежанка, блин. Нет, не вчерашняя, а здесь он лежал. И, видимо, походу уже несколько лет он живет здесь. Просто вот такая встреча у нас с ним получилась. Да, и вот следы, блин. Он как бы идет и лапами отталкивает это, как его, листья, выпавшие листья, отталкивает, так, тормозит как-то вот. Сразу понятно, что это медведь. Ну, прям возле избушки здесь. А вон собака на юг смотрит, потому что, как думаю, там наклон, гора и сухое место. Может, там он сейчас, может, берлогу там тоже делает где-то рядом. Я мало что в медвежьей охоте я понимаю и не хочу понимать, потому что мне это не надо. Не хочу я, честное слово, охотиться на них. Мне это не нравится. Я люблю боровую дичь. Вот это самое любимое занятие. Боровая дичь. А звери пускай сами по себе ходят. Минекулан не ухтит что-то. Белка или куница тут тоже бегала, мам, смотри. Слышит? Айда. Что там? А? Куница? Или белка? Не можешь понять.
Мыши тоже задолбали всю ночь. Я с привязи отпускал я. И за мышами, наверное, тоже бегал. Ах, пошли. Не будем баловаться мышами. Ладно, ребята. Когда иду до соснового леса, также включусь. Может и пораньше. Посмотрим. Сейчас будем идти где-то с километра, наверное, нам идти надо по такому лесу. Там уже сосняк начнется. Смотрите, буквально прошел немножко и опять яма. Это весенняя. Весной тут Мишка копался. Золотоискатель. Ну, огромная яма. Что они ищут, блин? Такой холмик тоже. Может, тоже так берлогу себе копают. Фиг знает. Сразу тепло становится после того, как выйдешь. Такие ямы, особенно если свежие. Так что фу-фу. Вот такая гора тут. Правильно пишут в комментариях, что у нас здесь копались. Вон, копались. Я думаю, что это бесится так. Это боровая дичь, наверное, кополуха обычно. Или глухари сюда приходят, и они камушки ищут. Это каждый год здесь. Каждый год. Ну, уже взлетели. Или может выдра. Но обычно я тоже боровую тут вижу, но походу это выдра вон возле самой реки. Да. Лак, айда, пошли. Это выдра. Красиво. И день такой хороший. Ну, пару фотографий сделал. Пошли. Это выдра. Но здесь тоже бегает туда-сюда, блин. Может, рябчик или фиг знает. Ну, уже сосняк начинается. Я болтать сейчас не так часто буду. Ну, как бы буду идти тихонько. Вот, ребята, и тут отчетливо видно, вон они следы какие, блин. О, косолапый, вот. Вон. Оттуда пришел и тропинка тоже вот идет попутно. Вон. Топчет. Нифига следы у него тут. Мать моя. Вот это лапа. Свежие. Вчерашние, наверное. Или позавчерашние. Совсем свежие. Еще дождя не было. Это после дождей. Вот так вот. Шаньга такая. И все по пути нам. Ну, обосрался и туда пошел, блин. Фу. Прошлый раз здесь глухаря видел. Летел и как-то тоже далеко. Собаку не терпит. Ну, как бы улетел далеко в ту сторону. Не знаю, перехода не сделали или где-то поблизости. Вот там и будем ходить сегодня. Посмотрим, здесь сырое место еще дальше будет. Тоже придется шлепать там. Ну, посмотрим. Такая же, как и в прошлом году, картина. Видите, тропа такая натоптанная. Это не люди тут ходят, а эти-то здесь олени. Каждый год. Наверное, раз в год где-то миграция у них. И проходит именно, наверное, здесь. Потому что здесь они любят так. Переход делают. И в прошлом году тоже фильм снимал. 17 мгновений осенней охоты.
тоже вот такая картина была. И вот здесь старая тропа. Ну, каждый год, в общем. Что за птица? Глухарь взлетел. Вот понимаю, вот здесь вот медведь мог поохотиться на оленя. Но там, где лежит у него трофей, и то место, где у него туша там лежит, там елки, и где-то до сосняка километра 2 тоже, наверное, не меньше. Вообще сырое, плохое место. Ну, может, место именно для лосей это хорошее, удобное, кормовая там, и рябина еще может есть. Не может, а есть. А чтобы олени туда, ну, может, там тоже какой-нибудь переход делают. Ну, мелкие стаи там по 3-4 штуки. Бывает тоже, может, переходы. Основная масса проходит здесь. Это проверено уже. Не знаю, вот такое, какое время именно. Какое время. Но они здесь ходят. Место такое для них. Как сказать. Там, куда мы идем дальше, тоже ягель. Корм для них есть. Ягелевые места. Ручьи, ягель. В прошлом году, конечно, я на вторую речку переход делал, ходил. Это 17 километров, наверное. Все это в фильме 17 мгновений осенней охоты. Но я там переход делал. И это место мне не понравилось. Именно ходить летом. Иногда так поворачиваюсь, смотрю. С тылу там какая ситуация. И места там вообще оказались ужасные. Ну, зимой проходил, там проходишь. Нормально. Просека тоже. Просека. И ужасные места, как и говорил. Сырые. Валежники там, вырубки. И уже новый подсад там. Вообще неприятно ходить. Тяжело. Неприятно это что? Именно тяжело. Но тогда уже был снежок. Интереснее было. Интереснее. Уже ты видишь, где новый след. Кто-то перед тобой прошел, или птица, или зверь. Все видишь. Фу. Ну, эта дорога тоже вот между речками. Был там участки, называемые. Участок на одной реке, на другой, на всех реках участки. И между этими участками проходила эта, ну как назвать дорогой, ну конная дорога, можно сказать. Конная дорога. Как бы здесь ходили лошадьми, там техники буранов не было после войны. И лес валили там. Думаю, тоже вот продукты там возили, людей перевозили тоже по этим дорогам. Но все уже зарастает. Сейчас каждым годом все меньше и меньше, дороги не будет. Не останется там. Олени вот знаю, где ходить, вот и более ходят там. Вот. А там на участках уже вырубали лес и заготавливали они, в общем.
и оставляли, ну, всю зиму они заготавливали, скажем, на берег. Перетаскивали, на берегу оставляли. Эти мелкие речки все вычищали. Чистота, порядок была, по рассказам. И весной уже этот лес они сплавляли. Поэтому речки были чистые. А сейчас этим никто не занимается. Никакая водоохрана, ничего. Вот в комментариях также пишут, нельзя нам на буранах по льду ездить. Или еще другое там, шум какой-то делать. А водоохрана, в принципе, должна чистить эти реки от заторов. Что раньше делали. Даже ведь по закону, вот дерево свалилось, гниет возле берега. Возле берега гниет. Фу, блин. Возле берега уже, ну, так большой водой смыло. Дерево упало, лежит. Было дело у нас в Нишере. Сходил в лесхоз, знакомый. Ну, спросил, как бы можно, говорит, эти упавшие деревья, что вот возле берега, все уже они с корней, ну, как бы, но они упали уже, все, негодны никому. Можно, говорит, я спилю это дерево, ну, да на дрова. По большой воде я, ну, спущу на лодке, пур сделать, или как правильно, пур, ну, такой, не знаю, как называется, у нас пур называем. И лесхозный ему ответил, что возле реки трогать ничего нельзя. Вот такие пироги. Все гниет, блядь. Все гниет. Но людям, простым людям, ничего нельзя трогать. Вот дерево свалилось, упало, гниет. Человек хочет спилить, но никто ему не разрешает. Вот цель. Жизнь-то какая. Как бы типа эти кварталы уже арендовали кто-то, и из-за этого уже этот лес нельзя трогать. Но стоячий лес никто не трогает, пусть стоит, растет. А дерево уже погибшее, умерло, уже лежит. Вот такие деревья нельзя трогать. И вот мне тоже так, надо шлепать и шлепать. Фу, назад так повернусь, посмотрю. Дальше иду. Погода супер, вообще класс. Погода класс. Тихо. Тепло, главное, бабье лето. Бабье лето. Обычно уже 14 скоро будет. Покров день. Заморозки должны быть. Уже на куницу как бы охотники должны выходить. А у нас тепло, жарко. Настоящее бабье лето. Айда меня оставила. Куда-то бежит и бежит, не знаю. Я не вижу ее. Значит, вокруг все спокойно пока. Ну ладно, пусть бегает. Это фигово, когда, блин, под ногами. Это уже надо насторожиться там. Ну, по следам штук десяток тут точно прошла. Может больше. Ну, каждый год, я говорю. Мне встречается один раз только вот за охоту. Один раз я их видел только. Один раз было дело. Это и даже зимой было.
А дальше не получается видеть их. А, вон они. Половину пути мы прошли. Вот такое волокистое место. Также надо идти. Ну там еще поохотимся и обратно. Вот так вот. Наконец-то дошли до сухого места. Как говорил тут Ягель. Вообще классно. Классные места. Пройдемся, посмотрим. Кто-то есть или нету тут. О, рябчик. Рябчик слетел. Собака опять куда-то ушла. Сейчас, если глухая взлетит от меня, он далеко улетит. Если от собаки, то хоть поближе иногда может сесть. Тишина. Лес такой хороший тут. Вот это да. Вот это мне нравится. Эти места. Сосна и елкой. Такой ассорти тут. Вообще классные места. Вообще супер. Тихонько идем. Где собака?